Привет, народ. Ну чё, после 20-го какие новости? После 20 числа, можно сказать, проснулся звездой. Те, которые те, которые участвовали сразу после эфира, позвонили. Только позитивные пожелания. На самом деле это очень хорошо. Многие пишут, благодарят. Деньги не у себя оставил, а на благое дело. Тот, который купил 51 билет, он позвонил, поблагодарил и сразу купил то же самое. В данный момент участников 10. Пока 20 января будет 20 января. Так, некоторые 1, некоторые 7, некоторые 30. Уже люди стали активно покупать. Так что и вам советую. После праздников начнутся будни. Начнутся будни скучные. В это время я буду разыгрывать 2 ножа. Какие это ножи, спросите? Сталь-Эльмакс. Нужны будут кожа. Самая неприхотливая, надо сказать, самая универсальная кожа. Ножик средней длины. Вот. Тот, который выиграл, земляк, находится в городе Якутске. Я ему следующий день на такси отправил, получил. Потребовал фото, чтобы доказать. Человек получил, не получил, давай у елочки там фоткой и отправляй, говорю. Отправил мне смайлик такой. Вот. Ну, когда-нибудь додумается, наверное. Если ты кем видишь это видео, будь добр, отправь. В одной руке ножик, в другом пакетик, сзади елочка. Разве это трудно? По-моему, я бы гордился. Первый выигрыш мой и так далее. Никто не просит, наверное. Так, первый лот выиграла дама, Даяна, зовут ее. После выигрыша мы общались. Эмми Ахтюлер. Билет стоит всего 100 рублей. Цена не меняется. Вот, поблагодарила. Это очень отрадно, это очень хорошо. После этого муж позвонил сразу же. Сказал слова благодарности. Вот. Муж купил 5 билетов, жена купила то же самое. Вот. И вот ко мне после этого пишут один человек: я отправлю с карточки жены, говорит. Может, она выиграет, говорит. Ну, посмотрим 20 января. А так, участников всего 10, так что пока печатать не буду. После Нового года обязательно попечатаю. Уже посмотрим, что где на баночке накопится и так далее.
Так. Теперь остановлюсь о заказах. Заказов немало. Заказов много. Чисто теоретически уже, если считать время отправки, получите те, которые еще не получили во время каникулов. Каникулы у нас, по-моему, до 10-го. Так что к первому дню, рабочему дню первого месяца будущего года получите. А так, несколько раз просил. Тут почта работает с 3-го уже нормальный режиме работает. 7-го отдыхает, а остальные дни работает. Так что с этим проблем нет, с отправкой и получением. Вот, что еще хотел сказать-то. Так, в наличии будут ножи. Если хотите, проведу сначала. У меня есть аукцион-группа. Закрытая, надо сказать. Там немного людей. Там буду разыгрывать 2 ножа. Один уже готов. Другой созревает. Завтра ножны сделаю. Но вам как бы покажу одним глазком. Вот так вот. В эти праздничные дни заказы на БТИ есть. Если кто желает, заранее сообщите. Поговорим. Можете вашу БТИ и заодно закую. Вот так вот. Если есть вопросики, задавайте. Ну, в целом 1 неделя осталась, по-моему, конец этого года. Ножик. Обратите внимание. Не блестящий. Лезвие блестит, сам клинок нет. Естественная термичка. После закалки такой имеет цвет. Полируй, не полируй, он остается таким. Но жесткие такие царапины при использовании костя и так далее будут, но незначительные. Незначительные. А так, модель вот такая. За счет темного света, кажется, она очень короткая. На самом деле, сейчас знаем, ну, почти 13. Ножны будут в темном, кожа в черном. Вот. А так, по рабочим качествам сталь Эльмакс. Рабочие качества. Грех будет сказать хорошие. Он не требует себе такого слова. Хорошие, ладно, пойдет. Эльмакс только отличный. Отличным он только может быть. Тут агрессивный рез. Специально заточен агрессивно. Не облизан. Чтобы делать глубокие резкие порезы. А если там помельчить, там можно, конечно, там 1000, 2000 и так далее.
Тем самым, ну, грубо говоря, пила для металла и пила для дерева разные зубцы имеют. Правильно? По дереву иди, по пилой, по металлу. То же самое и в кромке. Поэтому я предпочитаю, ну, остановился, по-моему, годик-два. Никогда не облизываю лезвие. Вот, они всегда острые, держат такую стабильный тонус прямой. А если там облизывать, там становится она микро такие были зубчики, они становятся ровными. Тем самым они скользят при мягком, например, сале или сухожилиях, рез будет уже неактивный, не грубый. Я люблю грубый. Эффект большой и дистанция маленькая получается порезу. Сейчас я покажу, что позволяет такой рез. Это А4, по идее. Сейчас этим же ножом эту бумагу половину только раскрою. К сожалению, видео нету. Так, ну там где-то внизу оно у нас есть. Посмотрите, порезать там, не резать. Главное, со словами, какой-то видик там с песней было. Най-най-най-най-най-най-най-най. Да, аж я вспомнил. Вот такой рез позволяет почувствовать саму лезвие и саму, знаешь, даже чувствуется, когда режешь. Я заметил, в центральных районах России ножом пользуются действительно аккуратно. То есть они держат так. Вот. Не так. Пользуется так, аккуратненько, гладненько. Ну там в центральной России народ тоже своеобразный, в отличие от северных. Вот. Надо им дать должное. Некоторые за сезон стреляют одну пачку патронов, имею в виду. А некоторые, например, местные 500, 300. Ну вот, видно, не видно. Бумагу половина. Вот. Следы печати там видны. Не насквозь. Можно, конечно, насквозь. Вот. Вот что значит агрессивный рез. Тоненькая. В то же время очень грубых ударах, раскола, там засечек, ничего нет. Это Elmax держит только так. Насчет этого уже действительно так, ребят. Ну, давайте я еще сделаю еще большой. Половина, не половина. Ну вот. А4 разделил. Ну, в интернете очень много видео сквозное, где там делают, точат ребята очень острые ножи, да, действительно очень хорошо. И они там волосы, человеческий волос или волос животного наполовину режут. В принципе, это возможно. Спорить не буду. Есть такое.
Вот. Ну что, в принципе, для начинающих, те, которые хотят или уже занимаются кузнечным делом, несмотря на э, любой модели ножей, не исключение якутский, вот, и все имеет, ну, скажем так, две пословицы. Не пословица, а закона. Первое — температура. Второе — время. И тут заполняет третье — угол. Угол заточки, угол самого острия и так далее, и так далее. Если ты проводишь очень много опытов, ты находишь одно. Этот хороший, этот наиболее подходящий и так далее. Плюс там, если ты нарушил, скажем так, ну, не все рождаются профессорами сразу, да? А им не становится. То же самое и кузнецом. А если ты попутал немножко, скажем так, плюс-минус 10 градусов по Цельсию, или плюс-минус 10 там, секунд, даже десятых, уже идет совсем другой. Например, партии ты выпускаешь 10 клинков, 10 на партии. Вот. Из них все одинаково, 999% крепкости не достигает. К сожалению, это так. Привет, привет. Скажете, почему? Но этого можно добиться при большом таком объемном, я не знаю, печи, по другим технологиям, прокат и так далее. Но погрешность всегда имеет. Всегда имеет. То есть я создал одну машину, вторая машина точно будет таким, нет гарантий. Вот поэтому лично я всех тестирую. После моих тестов только выходит через эту дверь. Чтобы держать марку, чтобы потом не сказали а-ля тополя, чтобы потом не говорили она сломалась и так далее, и так далее. Почему, скажете вы? И почему вы даете гарантии? Уверен? Вот, уверенность на завтрашнем дне. Если человек уверен, мое оружие стреляет, точно бьет, иди на охоту любую на зверя. Не болванка, не пластина, а целый лист покупаю. Листами. Килограмм 20-40. Там евро посчитай. В интернете посмотри. Стоит недешево. Соотношение цены и качества. Качество гарантировано. Не говоря уже о качестве гарантий. Пожизненная гарантия существует. Пожизненная. Которую дает практически никто. Даже у Toyota 5 лет. Самой надежной машине. Вот. Что еще хотел сказать-то? Так. Так что пока нас 10. Активно покупайте, приобретайте. Если угодно вам. Но всегда должен быть шанс и реванш. Вот. Другой раз повезет, не повезет. Это другой раз решает. Ну а как самое главное 20 числа видеть, как выигрывает
другие, вот это действительно обидно. Хотел, не хотел, хотел, ну ладно, хотел, не хотел. Участвовал бы, мог бы и ты выиграть. Но коли не участвовал, извини, как на выборах. Ты зачем ругаешь начальство там? Мне говорит, да, аля тополя. А ты на выборы-то был? Зачем? Нафиг, все равно, все равно. Ну, коли не делал, отдыхай. Вот так вот. По идее, все равно, всегда так. Вот так. Так, завтра один ножик отправляю. Послезавтра хочу. Раз, два, три, 4, да? Послезавтра еще. Нет, послезавтра уже. Вот так вот. Коли вопросов у народа нет, пойду спать. А у народа есть вопросы, нет? У меня имеется из натуральной кожи. Из натуральной кожи. Из кожи этого. И оленя тоже есть. Я нахтоя. Да, насчет, кто хочет вступить в группу аукционную, пожалуйста, пишите. Предупреждаю, там русскоязычная группа. Вот. На родном тоже есть группа, но там, скажем так, по-моему, полгода уже тишина. Никто не здоровается, не приветствуется. Ребята в лот. Все видят, сидят. Хотя много там людей. Здрасте. Ой. Ну вот. Выборы прошли, Роман. Успокойся. Оленья кожа в магазинах дофига. Так, если надо, спрошу насчет кожи. Уже готовы, обдиранные, прохимиченные и так далее. Просто прочитал. Бардыгов всем групповар. Галы. Вот так вот. Ладно, ребята, не буду заскучать вам. До свидос.